Привет, друзья! С вами Одинокий Джаз. Ну, как вам сказать, мы двигаемся вперед, рассказываем про мелкие и большие пакости наших соседей ингушей, братьев так называемых. У меня творческий, вот вчера я снял видео, час 10 минут. Я его не стал класть, потому что слишком эмоционально, слишком, вы знаете, я уже устал вот таким тоном говорить, хотя этот тон мне непривычен. Я раньше, когда-то в юности, в детстве возмущался с родителями, я не знаю, вот так. Сейчас говорит о другом роде, и вот так и все переживать, так волноваться, если сами эти ингуши, им пофиг, что с ними происходит. Они никак, нисколько не волнуются про себя, не про свое будущее, не про свою республику. Почему я, чеченец, потусторонний наблюдатель, должен за них переживать, показывать их недостатки, их проколы и ихние вот эти лжегерои, которые, прикрываясь патриотизмом, прикрываясь всеми вот этими патриотизма, творят свои черные грязные дела. Если эти дела были бы светлые, э, вот это благородным, я бы молчал, я ни о чем не говорил. Мне, знаете, тысячу мне дел, кроме вас, товарищи ингуши. Но так получается, что мне приходится, вот вчера я так разошелся, так все выклал. Я потом сам посмотрел, послушал, что я говорю. Иногда очень полезно сперва послушать, потом выставлять видео в интернет. Там и вот человек потусторонний, которому пофиг на свою родину. Главное, вот только вот интернет, вот они все герои в этом интернете, они вот герои в интернете, им пофиг, живут себя в богатых, сладких странах, и им, типа, те, которые ингуши проживаешь на территории Ингушетии, им это второй сорт. Это как бы колхозники. Мы, европейские ингуши, мы пробились в люди, мы белые люди, у нас деньги, у нас квартиры, мы можем покупать. Вот такие люди, вот эти подонки и пишут. Эти люди, вот пласт вот этих, еще они слушают точно таких же, как они, вот этих проходимцев, вот этих всяких э, они донгщей, которые всю свою жизнь жили в Северной Осетии с осетинскими фамилией, сейчас прибежали в Ингушетию, маленькие вот это, они осетины, они там никому не нужны, их геройство никто не будет замечать, их пошлют на 3 буквы, и поэтому они где могут утвердиться? В Осетии они не могут, в Чечне тоже не могут. Конечно, прискачут вам. Раньше, когда можно было, они прискакали вот сотнями, тысячами, они находились в городе Грозном и там качали свои права. А сейчас эта конторка закрыта. Его Рамзан Кадыров прикрыл вот этим лжепатриотам, которые хотят оживаться на горе и страдании своего народа. И поэтому у них единственный вариант – это город Азрайн. Вот там они могут что угодно писать, говорить. И так как они имеют свои, у них сектантские, вот это я про это говорил, почему я вчерашний ролик убрал. Потому что многое об этих сектантских вот этих вещах говорил. Поэтому это посторонний человек не поймет, это покажется глупым, какая секта, где ингуши и где секта. Вы, наверное, забыли в начале 90-х годов, где по всей России были многочисленные секты. Вот там не так получилось, что я интересовался этим.
И вот это Стеллиго, вот этот богатый меценат тоже. Вот было много чего. И вот это и на Западе, и в Америке много вот таких сект есть. Это не имеется в виду секта в плохом это просто такой уклад людей, который сектантский. Где-то где один главный, который вот свою политику гнет, и все остальные прислушивают вот это. Вот поэтому я говорю вот это. Я потом вчера после вот этого, это было очень сложно мне говорить, я говорил без конца, говорил очень много. И вот сейчас я заметил, что я не могу сразу свой ролик ставить, как и раньше, потому что это надо всегда вторым дублем снимать, потому что слишком много эмоций. Я уже устал придерживаться вот этих приличий, рамок, вот это все. И когда ты видишь, кто они такие, разве нельзя сказать прямо? Они-то говорят прямо, не стесняясь. Конечно, говорят очень хитро. Вот, чем чеченцы отличаются от ингушей? Те благородство чести – это ложь и лицемерие. Два несовместимых поля. И вот я, конечно, понял, что это неправильно, потому что я тоже не могу все что угодно говорить и рассказывать. И вот это кто-то поймет, кто-то там пришел на 5 минут. И как это? Когда человек от начала до конца слушает, он поймет, о чем речь идет. Вот речь не обо мне, чеченцы, которые живущие. Я могу жить в Грозном, могу где угодно жить. Это мой выбор, это моя жизненная позиция. Речь не обо мне. Я ингушам, не лезу, не претендую на их город Магаз и Назрань. Я не претендую на Джайрах. Я не претендую на ингушские башни. Я не претендую на ингушские вот это цифрики. Мне это не интересно. Мне интересно свое, чеченское. Точно такие же башни есть у нас. Точно такие же адаты, вот это есть у нас. Точно такие же мусульманские, как эти ингуши, мы тоже. Между нами, с ингушами, очень много общего. И вот меня удивляет, когда эти ингуши такими высокопарные слова. У нас нет ментально разные. Конечно, ментально разные. Вы предатели всю свою жизнь, мы герои. Разницу видите? Вот в чем разница? Между нами, чеченцами, гордыми, поднятыми головами, мы орлы, а вы шакалы. Вот разница вот в этом. Не в других вот это. Если мы всю свою жизнь доказываем, кто мы такие, каким мы, за эту честь, достоинство мы готовы умереть. И умирали. И очень много свидетельств. И мамы не у вас, товарищи ингуши, у нас в Чечне и шейх Мансур был, и имам Шамил, хотя он аварец, но мы его, когда его там выгнали, мы его приняли, и за это ислам, за это зло, вот мы боролись и погибали. Оно же вот перевернуться наоборот, вот это. Мы никаких претензий к вам не имеем. Если вы историю своей вот не хотели этих войн, понятно. Не все, зачем, тем более малочисленный род, вы, наверное, думали о своем переживании, это правильно тоже. Мы же не говорим, но когда вы наши подвиги обесцениваете, наш героизм обесцениваете, и это все приписываете себе, вот тогда мы открываем свои рты. Тогда мы обязаны вам напомнить, кто вы такие. Где ваши отцы, где ваши прадеды, где вы самые, откуда-то вышли. Дарьятское ущелье от Чечни не так далеко, там 200 километров. Это они Дальний Восток. Есть люди, которые это все, даже наши бабушки, дедушки это нам рассказывали. Я из такого поколения, где бабушка все это рассказывала. Мы это знаем.
И мы же вот даже сам ваш вот этот Идрис Базоркин из Тмевикова написал: "Какие вы мирные ингуши! Вы не хотели этих, вы не хотели этих абреков". Конечно, чеченские даты все себе приписали, но это нам казалось, так книжечка, но оказывается, это ваш нынешний Талмуд. Тара у вас, ваша Тара это теперь. Можно сказать, новая ингушская Библия, да, можно вот так сказать. Потому что вы же тяготеете, это же не я придумал, сижу тут в бангкокской квартире, придумаю про вас, товарищи ингуши. Нет, это вы сами, по вашим телевидению вы гордитесь. Вот если, хорошо, что у вас только один этот храм. Если у вас было 10 этих храмов, я Тхадабердита, такая гордость. Вы представляете, вам самим, товарищам, не стыдно? Вы числитесь мусульманами. И вот это вы не говорите, вы не радуетесь своей мечети, вы не, это не описываете, только это могиле, это забор, вот этот гуцерию вам строят, об этом репортажи по вашим телевидению. У вас нет вот это, я заметил, про ислам ничего у вас нет. Вот исламское нет. Да, звуки, кистинцы, истории, все, что угодно, кроме религии. А противовес этому у вас вот это хабаверди, вот как вы говорите, я не знаю, что это такое. Как вот такое язычество. Говорят, у вас в 1921 году это русский исследователь нашел у вас вот это тоже предмет мужского достоинства, наверное, тоже нужно гордиться этим. Я бы гордился, что у нас вот такой, вот ваш этот сумасшедший русский Узуртаны на совете Теба об этом рассказывал. Это я не придумал, что у вас фалосы ваши поклонялись. Хотя у вас считается солнце, может быть, вы бегали калышом вот этого память, я не знаю, что стать мужчиной. Мужчинам очень можно просто стать. Это нужно иметь мужское достоинство, мужество. Просто на деле, а не на словах, а на деле можно себя показать и доказать. Вот так бывает. Это, если ты голеньким бегаешь возле вот этого мужского достоинства, ты мужиком не станешь, конечно. Я извиняюсь, я прошу вас, просто вы знаете, вот это таких, я потом в свое видео удаляю, хорошо, жалко, что у меня нет этих платных авторов. У меня десятки видео, которые я не поставил в YouTube. Вы представляете, сколько у них было бы вот интересного? Как сказать? Клубнички, вот они бы, были бы у меня какие-то закрытые авторы, вот они бы смотрели бы. К сожалению, я не такой блогер, я за деньги тут вам это рассказываю, это бесплатно, это просто я волнуюсь, я переживаю, я сочувствую своему братскому народу, потому что трудные минуты, они тоже к нам пришли на помощь. Мы тоже, и, конечно, это нынешние провокаторы об этом не говорят. 65 лет, 70 лет совместной жизни, это тоже не перечеркнуть никак. Мы вместе ходили в эти учебные заведения, эти школы, учились в учебных заведениях, влюблялись на этих улицах, тротуарах, набережных Грозного. У нас очень много общего, и вот когда вместо того, чтобы, я не знаю, вот этот, вместо того, чтобы стать каменным кулаком, представляете, больше 2 миллионов был бы наш войнавского народа, и хорошо, там ничего страшного нет, и чеченцы, история чеченцев, Кирилл чеченцев был бы тоже там же в этой истории. И даже, да, вы строители башни, да, конечно, кто-то должен строить себе дома, кто-то должен за эту свободу умирать. Это разный выбор разных народов. Я просто смотрел какой-то вот это, сейчас очень умные стали снимать вот ролики,
И вот они сравнили чеченцев и ингушей. Вот как у них вот это. И у них говорят, типа у ингушей это пацифизм, а чеченцы это, как бы сказать, э, вот этот у нас вот два, у них философское вот это, у нас онахал, это как бы мужественность. Вот это там тоже нет. У них вся философия сделал, это понятно. Кое-какие вот гордятся вот эти обычаи, которые раньше, а в советское время это у этих адигов это было. Как могло быть у этих ингушей, вот это тоже непонятно. А потом вот это у них вот этот, когда зять не встречается матери своей женой, это у этих адигов они переняли. Потом у этих осетин переняли вот танцы вот этот. У нас чеченцев этого нет, у них вот это даже замуж уход, вот этот тюрбан одевают девушки. Вот это тоже странно. Казалось бы, одни войнахи, одна культура, одна религия. Вот такой вот, это, вот любители прихватывают. Вот, осетин очень многие взяли. У нас чеченцев взяли очень многие. Потом ничего страшного, это и нам можно тоже, если малочисленный народ, можно вот так обогащаться за счет культур других народов. Но как вам сказать, ну, вот это, они обогащают все себе, вот это, они берут все самое лучшее у других народов, а потом самое интересное, вот присваивают это себе и говорят, что мы аллахтонные, мы самый чистокровный народ Кавказа, это мы, это башня, это мы, это Кавказского, это мы, все это вы, товарищи ингуши. Глигу это вы, Кистинцы это вы, Кисти это вы, Дзурзуки это вы. Потом это все, что можно, мы присваиваем себе. Все, что мы, вокруг что нехорошо лежит, мы берем сразу и говорим. И его самое интересное, понятно, есть интернет, есть социальные какие-то сети, это типа, это происходило онлайн, это понятно, это не так страшно. Но это же не только онлайн происходит, это происходит в сердцах, умах этих ингушей. Это переформирование, как компьютер, когда он долго вот это залежь там годами, вот его диски переформатировать, и все, компьютер становится новый. Точно так же вот вы решили отказаться от своего прошлого и решили присвоить себе, очень присвоить чужое. Тут не нужно на кого-то обижаться, какие-то претензии предъявлять. Это просто реально, мы просто чем мы заняты, мы вот как за зеркалом смотрим, что вы говорите, что ваш на телевидении, какие это выступает профессор, это какие-то дикторы. Вот все вот мы берем и вот это анализируем. И вот вы что думаете, я часами могу просто так сидеть. Да, русский Бузуртан сумасшедший, головой у него непорядки, вот у него фантазии вот эти изощренные. Он может часами сидеть и говорить, извините, порядочные люди, здоровые люди не в состоянии вот так сидеть. Даже очень сложно даже 10-минутное что-то снять. И вы думаете, это не просто так, ты в кухне что-то там делаешь и по ходу вещей рассказываешь, а ты вот, я сейчас как диктор телевидения, я сижу, я должен, вот, у меня нет права ошибиться, у меня нет права на ошибку, я не могу это дублем это повторить, у меня реально лайв, я же в лайв вещаю, и поэтому очень сложно, очень сложно. Вы думаете, это я где-то записываю, о чем-то там думаю, просто это я столько всего, вот это, когда вы смотришь, это ингушское, вот это телевидение, все, вот это, ты смотришь, и вот у тебя вот это.
И не удивляйтесь, что мы вот так иногда бываем резко. Конечно, будем резко. Вы это, когда можно же лайт сделать, можно же просто они кричат об этом, не трубит во все трубы. Вы сидите нагло, смотрите это в камеры этих ваших телевидений и врете нагло. И что вы думаете, мы будем молчать? Нет, мы не будем. Мы будем говорить, что вы подонки, которые подонки. Мы будем говорить, что вы воры, вы крадете все. Мы будем говорить, что вы лицемерие, вы прикидываетесь в войнах, когда вам выгодно. И вот этот Танзила тебе вы слышали, я вам показал этот ролик. Хотя этот дубль был, очень сложно было мне говорить. Ну ничего, я просто я еще спешил, вот так получилось. Но это то, что я сказал, так сказал. Вы слышали, что она говорила? Что Дурзуки кисти это в войнах, это и только ингушские племена это были. Что 1000 лет тому назад Дурзуки когда появился. Вот такая у нас этнолог ингушский. Вот они такие, низкосортные, низкокачественные, малограмотные, поэтому они вот эти фальшивки лепят вот всякие. Вот она вот, Дурзуки, что 1000 лет тому назад было понятие войнаха, это было, что ли? Нет. И вот она, вот даже вот этот чеченский этот термин «войнах», хотя это ингуш придумал, Альсаго, ну хорошо, с русским соавторством в 29 году, я не знаю, в 26 году это они придумали. Вот даже вот эта мелочь, они могли бы оставить чеченцам, сказать, это ваше чеченское. Нет, это тоже ингушское. Горы ваши, понятно, мы поняли, что вот горы ваши, все вот до реки Аргун, это все ваше. Потом поняли, что Тюмкали ваш, да, Шатой ваш, Галанчож ваш, Шарой ваш. Потом вот этот Серноводский район ваш, Ачхамартанский район ваш. Знаете почему? Потому что там жили карабулаки. Просто вы забыли сказать до конца, что это Карабай, это один из тукумов. Это тукумов чеченцев. Они еще, это не просто так созданы, это от всех чеченских тейпов. Самый муж, самый героичный воин, туда, это как бы защитники, это называлось, я сейчас не то что забыл, я знаю, даже она переводилось как лесные, что-то такое, лесные войны, что-то такое. И вот это чеченский тухом, это не ваш ингушский. У вас только 4 шахара. И вот это интервью дает телевидение, карабалаки, эти вот тунжинские, вот это наши, карабалаки ваши, все ваши, башни ваши, истанги ваши, Жижи Галныч ваш, Чепелыч ваш, вот это, как это, какое-то вот это, они вот пока, хорошо, вы такие, или вот что-то, что нет у чеченцев, вот есть у вас что-то, что нет у чеченцев. Вот Жижи Галныч, вот у нас тоже, она, наше национальное блюдо. Ой. Вот Жижи Галныч это наш национальное блюдо. Чепелгаш тоже наш национальное блюдо. И вот что нет у чеченцев, если вот такие оригинальные, вот покажите, пожалуйста, нам покажите, что у вас оригинального, что вот все, что у чеченцев вы говорите, это наш, это чеченцы нас. Хорошо, вот не можете вот что-нибудь другое, вот, что нет у чеченцев, покажите, пожалуйста. Ничего у вас нет, потому что все, что говорит, это все с нами, все связано с нами, а потом говорит, нет, мы братья грузинам, чем чеченцам, мы родственники. Хорошо, я признаю вас великим народом, если хоть один грузин, вот, хоть один грузин поймет вашу ингушскую речь. Потому что это диалект чеченского, галанчевский. И вот у вас чеченский язык, он изменился, он убрал это сзади слово «д», «долд», «д», вот это только осталось у этих
диалекта вот это. И у нас вот мы убрали это. В вашем языке это так и осталось. И вот вы такие великие герои. Я, конечно, рад за вас. Я, конечно, рад за вас. Будем за вас топить. Вот такие дела. Так что, дорогие мои, флаг вам в руки. И этот Танзилька тебе потом тэпы. Вот мне понравилось, в 2015 году она выступала и про этих тэпов. Вот это было вау. Вот это было. Она говорит, у чеченцев тэпов нету. Не стесняйся. Вот, и у них только тукум. Это 9 тукумов. Это надо тэповое образование тукума. И вот она говорит, в одном тукуме может быть 100 тэпов. И вот она не поняла, и у них как, у них же тэпов нет, у них род и фамилия, и по фамилии может быть тэп. И вот этот, и потом говорим, только ингуши знают свои, это родовые башни, конечно, вы знаете. У нас тэп, вы просто не поняли, вы не до конца дошли значение тэп. Тэп это не просто так, это должно быть село, да должен быть гора тэповая. Это у Чечни это просто. Вот село Эрсиной, гора у них Эрсиной, и тэп Эрсиной, но не фамилии Эрсиною. Село Эльстанджи, есть село Эльстанджи, потом есть гора Эльстанджи, и потом есть башня, а потом вот тэп Эльстанджи. Агишпатой, тоже село Агишпатой, и гора Агишпатой, и башня Агишпатой. Вот так, у нас вот так. Это у вас. Вот представляете, вот каждая семья строит себе башни, и вот родовые башни вы представляете как тэповые. Вот это же тоже фальсификат, это тоже ваше вранье. Вот хорошо, вот такие села, вот покажите свои села. Вот дичный тэп вообще, дичный мохт есть, горе есть, потом дичный ведено есть, и гора, и все есть. Даже Мохк, знаете, что такое Мохк? Это страна. Даже имел тэпы, некоторые тэпы имели и вот так. Это не просто так. Беной село, Беной Ведено, очень много сел Беной тэп, Беной гора, все вот так. Это у вас, товарищи ингуши, вот так. Но у нас такого нет. Так что небольшая история ваша, вот тэпа, вот это, знаете, не придумайте. Вот вы сами палитесь там, говорите все это. У меня сегодня падал микрофон, все что угодно. Сейчас она вертится. Я просто поставил неправильно. Сейчас я не смогу, конечно, продолжать, но постараюсь, конечно, продолжать, сколько я могу. Но, скорее всего, я не привык 20 минут не снимать ролики. Она упала, у меня упал микрофон. Сейчас снова я достал его. И вот такое дело. Вот такие дела. Ну, вот это очень это легко опровергаемо. Вот я хочу сказать, что это легко опровергаемо. Ваши родовые семейные башни, это когда чеченские, конечно, вы построили в 1800-х годах, когда тем более под покровительство царя, вы уже обустраивались там. Вот этот, конечно, чеченцы 50 лет воевали, 25 лет активно, еще 25 лет Адиги и 20 лет Адиги. 50 лет эта Кавказская война шла, и вот 25 лет, конечно, вы же говорите, что вы в течение года строили эту башню. Да, это странно, конечно, вашим утверждением. И вот когда чеченцы воевали, вы, конечно, строили эти семейные.
каждая семья себе строила башню. Вам же не надо воевать, вам же не надо за свободу умирать. Она вам, русские, вот так как вы их покровители, они вас покрывают, вот вам потом достанется какой-то жирный кусок. И вам только строить. Поэтому вы, строители башен, это себе дома вы строили. Вот когда чеченцы перестали, другие, это не только ингуши, это во многих народах эта башня присутствует. И даже в Грузии присутствуют они. И вот они уже давно перестали, потому что нет смысла, когда вот пушки, вот, когда появились пушки, не было смысла их строить. Их перестали просто строить. Не как у вас в равнинах, на полянах вы строили себе эти дома. Это у нас такого нет. У нас Шатой и Тумкале непроходим. Там надо в город пойти, чтобы это увидеть. Это непроходимо. Это для защиты же это было. А у вас просто дома. Вот как европейский ремонт в домах делать. Сперва обычно все люди строили обычные дома, а потом некоторые решили сделать европейским ремонтом, по современному. И ванны там, и туалеты там строили. Точно так же вы, просто у вас был эскиз Этенских башен, и вот почему нет вот так, в этом же эскизе, как и евроремонт, вы себя вот, типа, скорее всего, ваши отцы, прадеды тоже, они всегда это жадны на эту землю, вот что-то фальсифицируют. Вы же продолжатели этих традиций. Они не появились ниоткуда. Это Танзила Чебе не просто так и говорит вот это все, потому что где она училась? Не в Гродненском университете, а на Зрановском. Вот она там окончила это. Оттуда она пошла в люди. Оттуда она вычерпала все эти знания. Это ваши школы, ваши университеты, типа, какие им это громко сказано. Это громко сказано, конечно. Сравнение тоже очень громко с Грозненским. Грозненский университет сколько лет? И вот так у вас все вот так было, все вот так вот все. И вот она оттуда, она же, вот так у вас все это идет, вот вы, это пропаганда, вот я смотрел этот третий фильм, кошмар, как вы, вот я вчера его досмотрел, ну там про Геббельса, про Геринга, про Гитлера, вот очень много вот этих, их надо частями смотреть, чтобы понять это. И вот их идеология мне вот напоминает, что-то напоминает ваш товарищ Ингуши. Чисто раз, у них тоже в 1933 году, когда Гитлер стал канцлером, вот он, вот это Геббельс, это невзрачный, вот тоже так же какой-то невзрачные люди, вы малозаметные, и вот он вот, чтобы утвердиться, чтобы иметь успех среди этих немецких дамочек, актрис, вот он вот это придумал вот это все, сколько он женщин соблазнил, такой невзрачная личность. Вот такой у вас тоже, вот такой, у вас ничего неприметного нет, и только одни это пару башен и горы. Горы везде у нас на Кавказе. И вот вы хотите, вот кричите о себе, мы это самое, мы, посмотрите на нас, вот как девушка, которая добивается внимания парня, тоже так же. Ну, у вас это исторически, это у вас вульгарно это все. Мы не говорим, что ингуши ничего не было. Было, ингушей было, и чеченцев, и осетин, у кабардинцев, адига. Все мы кавказские, мы жили вот этом, между этими двумя морями. У нас у многих есть и история, и культура, все. Просто не надо приписывать, знаете, если надо довольствоваться тем, что ты имеешь. То же самое, как у нас в семье. Мы же, если рядом живет сосед, у него трехэтажное здание, мы же не собираемся отобрать его, не собираемся переписывать это все себе. Мы это вот так не делаем. Точно так же и в современном мире. Если рядом успешный
регион, великий история, великий народ. Просто надо признать, завжди бывает и черный, и белый. Это людям присущно, вот это, завидовать вот это. И почему вы, товарищи мужчины, считаете, что вот это... Ой, я не знаю. Я просто сейчас дойду, пойду дальше. Лучше мне не стоит. Вот я сейчас, я затеял в квартире ремонт, мне надо ремонт. Я сейчас крашу стены, немножко порядок хочу привести, бардак в квартире, я все сюда завел. Потом, конечно, я хотел бы вот даже этот ремонт вам показать, а что, вам же это не будет интересно. Вот я хотел не говорить про вас, товарищи мужчины, не вас рекламировать там с днями, ночами, а просто про себя. Вот этот блог был про себя. Одинокий Джейсон, как одинокий парень справляется с проблемами, какие он сталкивается вот, с житовыми, вот это, трудностями, как можно преодолеть в себе страх, одиночество, как можно быть полезным обществу. Я бы рассказал про свое детство, про свою юность, про свою молодость, про свои вот эти рассказы, книжки. Вот это было для этого придумано. Сейчас это, к сожалению, это невозможно, потому что я не смогу потом после вот того, что было, вот просто так сидеть и рассказывать про себя и себя рекламировать. Лучше я буду рекламировать свой чеченский народ. Он достоин всякие, даже не нужен рекламу. Просто я к вам укор, товарищи, просто единственный укор. Вот завидуйте, можешь, пожалуйста. Не надо этой истерики вашей, не надо вот это мы смотрим, это мы все видим. Вот эта девица тоже. Как его звали? Иман Кимаева, понятно, Иман Кимаева, это чеченоговорящая мадам Имам Кимаева. Вот Ким, это только может быть и корейцы. Вот она такая светленькая, такая вот москвичка, приехала в Грозный и учит нас, чеченцев, что такое, она про чеченцев, про свой народ она не хочет рассказывать, а хочет рассказывать про придуманный войнавский народ. И в своем вот этот ролик в Ютубе 6 лет тому, когда имущие скачали по этим площадям, оскорбляли нас, чеченцев, оскорбляли наш род. И вот это все, вот эта дамочка не нашла ничего лучше, молодая девица, не нашла ничего лучшего, вот подхалимствовать ингушам. Она рассказывает про чеченцев, причем там ингуши. И она в своем ролике заглавие ингушское, а потом чеченцев. Сперва ингушей поставила вперед, а чеченцев поставила назад. И рассказывает про свой это город Гудермес, про этот Майртуп и про это Грозный. Причем тут ингуши, причем тут войнах. Она говорит, есть в войнах, есть, как она сказала, народ в войнах. Вот это мне очень понравилось. Народ в войнах, и среди них ингуши и чеченцы. Есть народ чеченцы, великий, героический, есть народ ингуши, завистливый. Вот так, после того, что я знаю, после того, что я слышу, вижу, вот так я могу это характеризовать. Завистники, черная зависть, какой-то с манией, это замешано с манией величия. Если они думают, что чеченцы великие, а почему мы, ингуши, не можем быть великими? А давай мы вот так скажем, а давай мы так. Представляете, как они насмехаются над нами, эти проститутки, эти наркоманы. Иначе их не озовешь, их не интересно, скрытый камень туда, где они собираются на эти чаепития. Скрытый камень надо туда ставить. Вот тогда вы поняли, какой это разврат, как поэтому они такие никчемы, потом пустышки. Вот сама их не слушаем, их не реальной морали нет у них по поведению, а моральное поведение. Какая разница, если ты проститутка, ты никому не отказываешь, открываешь всем свои ворота, это тайно, скрытно, разницы никакой.
Это же видно по твоим делам, по твоим поступкам. И интересно, хорошо, что мы не ингуши, товарищи, что мы не ингуши. Нам этого не надо, вот это не надо аморальности, вот это она видно, поэтому это аморально себя ведет. Если бы вы были порядочны, чисто кристально чистыми людьми, у вас не было вот этого шлейфа хвоста за собой, тогда вы вели бы по-другому. Да, бывали бы споры между нами, могло это бывает даже в семье, это бывают споры между родственниками, между отцом и сыном, матерью, дочерью. Но вот это переходить рамки, дозволено переходить традиции, обычаи, даты, и вот свое гнать, я поэтому говорю, это 1933 год мне напоминает Вашингтон. У них тоже арийская чистая кровь, арийская нация, самый великий народ это арийцы. И вот это мы уже проходили по учебникам истории. И результат вот этого мы тоже видели. Страшная война, страшная вот это. И, конечно, у вас, товарищи, это большое сравнение, у вас этих возможностей нет, но есть возможность пакостить, есть возможности, вот это, если представить, если что-то с Чечней, что-то, какая заварушка будет, вы сразу же воспользуетесь этим. Сразу же, не отходя от кассы. Как вы воспользовались в 1992 году, когда сами устроили провокацию в Северной Осетии, когда было понятно, что объявят Республику Ингушетия, вы решили захватывать чужие территории. Захват чужих территорий у вас пошел. Осетины вас с русскими войсками послали. Вы сами это, я не приду, это от ваших рассказов, я пересказываю, что осетины шли сзади, русские войска шли вперед, поэтому они нас оттуда выбили. Хорошо, вас они там выбили, ваших 100 тысяч человек. Вы 8 дней по горам лазили. Вот ваши рассказы мы слушали, что у вас сотни убитых, тысячи без вести пропавших. Хорошо. Но ваши трупы лежат в ваших осетинских мужчин на площади Назрани, а вы с этими ручками, которые вас убивали. Это ваши женщины, груди вот это с сигаретами жгли. Вот это ваши рассказы. Вот вы, трупы лежат, еще непонятно, что с вами, а вы сразу этими русскими войсками пришли захватывать чеченские территории. 92 год, 10 ноября вы захватили два Сунжинский и Могобелский район Чеченской республики, который принадлежал Чечено-Ингушской ССР, чеченскому региону. Они принадлежали 150 лет это было. Это раньше кабардинские князья, у них это выкупили в седах. Вот это 400 лет тому назад эту землю выкупили. И она считалась в некоторых картах ранних Малая Кабарда. Малая Кабарда, вы считаете, это вы Манет, это Осетия Малая Кабарда. И вы Ингушетия Малая Кабарда. А вот эта территория называлась Малая Чечня. Это я не так говорю. Это Большая Чечня, Малая Чечня. Большая Кабарда и Малая Кабарда. Малая Кабарда это Осетия и вы, товарищи. Сейчас вы, чтобы не сказать, что Малая Чечня, говорите, это Малая Кабарда. У нас Кабарда. А сколько у вас чеченских кладбищ? Вы их так охраняете, как этих осетинских? Так и печетесь о них? Нет, вы не печетесь. Вы охраняете все чеченское с вашей республики. Хотя 20% населения вашей Ингушетии это чеченцы. Их 100 тысяч, это немало. 100 тысяч. Это четвертая часть вашего населения, это чеченцы. Даже больше, наверное. Многие тэпы вы себя переписали, они просто не стали сопротивляться вашей агрессии. Вы очень агрессивные люди. Очень агрессивные. Вот были бы агрессивны когда-то кавказские народы, вели это, тогда нет, мы молча, тихо, в горах, за этих кустами наблюдали. И вот у вас какой-то вот этот диссонанс, об этом мы говорим, об этом мы кричим, что вот не бывает в одном деле вот такие вот это, а потом в другом вот
200 лет, 300 лет вас никто не знает, нигде у вас нет, не зафиксировано. Никто. Только этот, когда кавказский Ермолов вас делал им ушами, и вот этот, чтобы чеченцев поставить на, вот, на провес. И вот это только вот Ермолов, память Ермолов, и вместо вас я, товарищ Муши, поставил бы память Ермолову Азрань, если честно. Он вас сделал им ушами. Вы же ходили в Осетинский округ военный. Когда Ермолов убивал чеченцев, вы были в составе, у вас не было Ингушского округа. Это потом, когда война закончилась, когда русские захватили эту Чечню, вот тогда вам куски. Всех чеченцев выгнали, чеченский вот этот Тухум Орство пострадал, и чеченцы Аргунского ущелья пострадали. Аргунского не ущелье, а округ. Вот кусок Аргунского округа вам дали, и кусок вот этот малый Чечневый. И то туда не входил Малгобек, туда не входил вот этот Сунжинский округ. Этот Сунжинский округ был казачий отдельный. Вот они сами вошли с нами. Это когда вы к нам приходили, пришли в 1934 году. Он уже был в составе Чеченского округа. Это была наша территория. И вот у вас вот это, нет, это мой, наш один ингуш там проживает, это наша территория. Хорошо, чеченцев проживает вот очень много. В Карабулаке они живут массово, они живут в Седахе. 90%, 99% населения это чеченцы. На этих Седах наши. Чеченские по вашей логике. Вот чеченским населением вы бы же присвоили себе все это. Конечно, вы сейчас дискриминируете их. Вот я насчет кладбища. Вот сейчас, не вот это у вас был вот этот Исаак Кадзо, вот этот Артем Плато поехал. Вот этот пригородный район Азоркино, вот этот, как это Тарское сейчас называется, я не знаю, как это называется, вот там очень много свободных мест, там нету 3-4 могилы, и то сколько это могил, где ингушские могилы, там очень много пространства свободного, где может еще на 100 лет там есть место хоронить, где пустые просторы. Там, конечно, христиане, осетины не будут в этих местах хранить своих. И они так и остались, пустующие, вот это кладбище, которое полупустые там все. И вас еще на 100-200 лет там есть место их захоронить с вашими ушей, если они там вдруг окажутся. А вы там утверждаете, что, видите, какие кровожадные осетины, они не дают нам земли для похорон. Если там никого, ни одного ингуша, они проживают. Почему они еще должны дополнительно вам давать землю? А вот это Седаху, который ваш глава ингушский Евкуров, когда чеченцы обратились, сказали, что вы все ингушские села окружили вот этот Седах, это раньше были чеченские земли, мы вас туда пустили, вас пожалели, а сейчас, когда вы стали республику Ингушетия, вы обнаглели, новые поселки там построили, и все это всегда главная задача окружить чеченцев со всех сторон и не дать им возможность развиваться. Там, я знаю, что там 10 тысяч человек, говорят, проживает. И вот их окружили, сделали из нее анклав, хотя раньше это было чеченской территории, вот. И вот вы даже Евкуру дал, но дал земли, которые там каждый гражданин Российской Федерации, который даже в Ингушетии, в Чечне, вот он родился, если другой имеет право на земельный участок, он тоже имеет право на землю. Вот чеченцы это право вы вот дискриминации вот хуже вот этих немцев, хуже вот этих хуже. И вот все права вы отказываете им. И вот даже этот участок земли на кладбище дали, захватили редиском, захватом, забор, где арабскими буквами это все это повалили, вот Кашунева, вот безбожники, да, варвары, как варвары захватили это кладбище.
как будто бы больше у вас нет земли, как будто бы там пустота, пустые вот эти, все эти села вокруг построили. Нет, это чеченцы мы еще. А знаете почему? Что вы хотите, чтобы они уехали обратно в Чечню, и вот потом через 50-100 лет скажете, видите, ни одного чеченца тут не проживает, это чисто ингушская земля. Вот из-за этого всех русских вы выгнали. У вас на вашей территории не было ни конфликта, ничего. Вы их выгнали. Это у нас они ушли, потому что у нас две русско-чеченской войны. Многие говорят, надо говорить русско-чеченский. Это неправильно. Это называется по всему миру, по всем официальным документам, чеченская война. Первая чеченская война, вторая чеченская война. Потому что это от имени народа, который пострадал, это называлось. Некоторые мне говорят, ты должен говорить русско-чеченская война. Нет. Это была афганская война, там была советская афганская война, не было, это афганская война, потому что афганцы там пострадали, они страдали, их убивали. Точно так же чеченцы пострадали на чеченской земле, поэтому это называется чеченская война. Не надо меня поправлять, говорить, что это неправильно говорить, это русско-чеченская война. Нет, это чеченская война, которая Россия на территории Чечни. Вот так, если это будет на территории Ингушетии, будет ингушская война. Я-то боюсь даже об этом аналогии сделать. Один выстрел Азрани, некому будет эту прекрасную Ингушетию защищать. Некому, просто все сбегут. Как бы в пригородном районе то же самое. 100 тысяч человек, что не могли себе защитить, вот это я не пойму. Не пойму. 100 тысяч этих, а что делали, вот мне интересно, что делали 150 тысяч, было почти 200 тысяч их не было, вот, которые на территории Ингушетии. Вот они что, спали? А потом прийти нам, вы нам не помогали, да, нас предал. Вас предали ваши ингуши, мы ни при чем. Вот как вы легко отказался от этого пригорода. Вот это, такая трагическая картина, оттуда вас депортировали, потом вот туда вас не хотели обратно селять, но вы туда селились, потом этот 92-й год, снова этот конфликт, вот оттуда вы все ушли, и казалось бы, это вечно, как Палестина. 80 лет прошло, она до сих пор это у них рано кровоточит, 8-е поколение палестинцев не могут забыть, что восточная часть Иерусалима вам не напоминает вот это? Ой, это телефон. Она очень плохая вещь. И вот это не могут забыть, что у них есть столица Иерусалим. 8-е поколение уже пошло. А вот ингуши первое поколение ингушей забыли, что у них это правобережный Владикавказ, это пригородный район. Я не говорю, что нужно войной снова идти на этих осетин. На это их территория, они имеют полное право. Вы можете составить, почему-то вы в составе чеченской не захотели жить компактно с чеченцами. Все вот прихватили с собой 100 тысяч чеченцев и ушли. У вас на нашей территории 800 тысяч человек, они проживают. В одном Веденском районе проживает 750 жителей других регионов, других народов. Только в одном Веденском районе. Я не говорю о городе Грозном, о Чайковском районе, на Теречном. А у вас только не на территории. На территории Осетии вы хотите жить, мечтаете об этом. Днями, ночами не можете уснуть. Вот мечтаете вот там жить. Почему то, что вы жили в Чечне, это же тоже естественно. И вот нет, мы в чеченским землям идем к себе Израиль. Хорошо ушли, хорошо, что вам это припомнить. Хорошо, вы сами это ящик Пандоры открыли, чтобы сами это. Сейчас многие, раньше я считал, что вот так это должно быть, но я еще не считаю. Все.
И у меня только ваш Азран и вот этот Джейрах ваш. Вот для меня вот так. Нет у вас. А Несюнжинского района нет ни Болгобецкой части. За то, что вы нас вот так подвели, за то, что даже мы должны взять с вас компенсации, это значит, если была половина Болгобекского, полного Болгобекского района, придет к нам обратно. Они сами придут, потому что мы экономически развиваемся, мы экономически растем. Вот как это город Бангкок, вот развивается. Уже в Грозном почти под 100 небоскребов. Через 10 лет еще будет 100. Вот тогда все захотят обратно. Вспомни, что они когда-то жили в составе Чечен-Ингушской Ассоциации. Еще вспомни, что вы, наши братья, что мы один войнавский народ. Когда вам выгодно, да, вы это вспоминаете. Вот эта чеченская девушка, вот это, что у него должно быть в голове, потому что нечистокровно. За свой народ не болит, лучше рассказать про свой народ, нет, это за какой-то мистифический войнавский народ, вот так вот. Вот ваши вот тоже, вот если кто открывает ты, эти все Чабиева, этот Бузуртанус, все, кто открывает ты, они Танзила Дзаурова, это не чистокровный муж, это полукровки или, я не знаю, вот этот, вот этот, и потом им же нужно утверждаться. Сами ингуши молчат, они богобоязненны, Джарахи, Кантышева, там Плиева, другие заботы, им не до политики, они хотят свои семьи, свои родные, близкие. И вот эти лягушки, вот этих сумасбродов, проходимцев, провокаторов, аморальных людей, очень аморальные люди. Я не могу сейчас на камеру говорить, я могу представить себе, как они аморальны, чем они занимаются. Это молодые революционеры, бедные революционерки, это в короткие сроки это делают, революции, голову просто нервно на сторонке курить. Там тоже все было через постель, через знакомство, через перехон, тоже так же у них. Я это не утверждаю, я просто могу догадаться, потому что я живу среди вот такой пласте людей, я могу спокойно сопоставить факты и видеть, что вот такое маленькое ликбез ингушской истории, которой не было. Это был фильм какой-то 16-серийный, жизнь которой не было. Вот какой-то рассказывал про свою жизнь, очень нудно. Вот точно так же история, это Ингушетия, это страна, которой истории не было. Вот они сейчас придумают ее. Придумывают за счет чеченцев. Почему-то вот, не за счет русских, не за счет осетин, не за счет грузин. Вот за счет чеченцев решили утвердиться в этом непростом мире. И вот этот, и типа думаю, что они могут перечеркнуть то, что чеченцы веками это все создавалось, это труд людей, это героические подвиги конкретных людей. И вот эти пару проституток, наркоманы, которые там, не знаю, кувыркаются друг с другом, там, не знаю, сношаются, что они-то, это их дела, это поэтому безаморально, вот они вот такие, и их поступки такие. Поэтому я и говорю, что вот такое. Пока-пока. А с вами был одинокий Джейсон. К сожалению, без этих оборотов я не могу обойтись, потому что как обозначить таких людей? Мы же не можем просто так говорить, знаете, какие они пушистые, какие они хорошие. Просто они иногда заблуждаются. Они имели, что-то сказали гнусно, а потом мы же не можем. Вот они имели не в виду это, они хотели просто это в сердцах сказать. Нет, это они преследуют эту цель. Они идут этой цель. У них одна задача – уничтожить нас, чеченцев. Вот одна задача. С ними никаких церемоний. С ними вот так. Были наркоманы проститутками, они останутся. И вот их клима вот это.
Поэтому пока-пока. Такой не радостной ноте с вами прощаюсь. Надеюсь, все обустроится. Надеюсь, я не думаю, что они успокоятся, потому что это наркотики. Почему я их называю наркоман, а не наркотики? Это такой сладостный наркотик. И, знаете, это не так легко от этого отказаться. Вот этот Узурта, например. Пока он издал это «Нарский опус», эту книжечку, он там бегал, там клеймил чеченца, деньги выбивал себе. И вот успокоился, потом снова за старое взялся, прискакал, снова начал говорить. Вот это неистребимое у них, вот это желание унизить нас, чеченцев, осквернить наши чувства и втоптать в грязь. Если им удалось бы это, они сделали бы. Кто они такие? Никто. Никто. Будем смотреть на них. И раньше их вообще не существовало на карте, потому что даже в 1890 году знаменитый Бержи их не включил. Хотя царские включили. Это как сейчас было. Кто-то особенно царя, их деньги получал из какой-то вот министерства. Они подчинились, они рисовали карты ингушского. А кто, знаете, пошли, кто достойный, кто вот этот порядочные географы, историки, вот они включали этих ингушей в свои карты. Поэтому вот вы можете увидеть, что в некоторых картах вообще отсутствует ингуши. Чеченцы везде присутствуют, вот ингуши отсутствуют. Почему это? Потому что то, что хотел царь, вот император, они были порядочные люди, они дорожили своей честью, поэтому, так что ваши истории, товарищи мужчины, очень легко. Очень легко. Как у вас, у нас тоже интернет есть. Просто в Википедии заходишь, просто по этим картам смотришь, где вы. Конечно, вы зря заплатили этому. Вот как это, Аиву, который типа историк Кавказа занимается в Америке почему-то. И вот думали, вот, а там он когда рассказывал про ингушей, а он же должен карты предъявлять, а там везде слова ингуш нигде почти нет, и только он фломастером где-то кто-то рисовал, ручкой нарисовал, вот это, фальшивые карты, а везде видно, что чечен, разными названиями, чеченцы, как она нынешняя, вот это формат существовал. И вот он вместо того, что рекламировать ингушей, прорекламировать чеченцев. Вот так это. Вот так. Бегайте, не бегайте, орите, не орите, кричите, не кричите, возмущайтесь, не возмущайтесь. Вот вы непорядочные люди. Если вы были бы попорядочнее, вы вели бы этот диалог не в этом формате. Вы старались бы доказывать свою, вот у вас нет, это вы просто придумали. Вот я представляю, я сижу, вы представляете, если я могу, как этот русский Бузуртан, как это придумывать, что угодно про вас можно рассказать. Вот вы вышли из Дарьяльского ущелья. Это есть гипотеза? Есть. Вот я могу утверждать, что вы оттуда, вы из Осетии. Даже вот отсюда, который теперешний имеется в виду Гангушеева, это вы оттуда. Даже по картам это так есть. Вот это ваша история. Вот там этих крысиных норах нужно искать вас. Вот вся ваша история там. Поэтому вы как вот так себя непорядочно ведете. Ведет этот диалог не на равных, вот из-под тишка, из-за угла, я не знаю, вот результат будет очень плачевный. Вот я всегда буду говорить, это будет плачевно, потому что еще не все на вас озлоблись, вот озлоблятся, поймут, кто вы такие. По чуть-чуть это происходит. Раньше все были в войнах. Сейчас многие чеченцы не говорят, что они в войнах, что ингуши в войнах. Это нет. Это
особый вид Кавказа. Арийской нарации. Есть арийцы, есть ары, не путайте, это два разных. Это Третий рейх, это арийцы, чистокровные. А есть кавказские ары, это другое. Это некоторые, можно, вот этот клуб российских путешественников, изобретатель, я не знаю, как, он всегда говорил, те, которые находятся за пределом арийцам, я привет передаю. Я сперва думал, что это как это странно, это оказывается это другой народ, это кавказское вот это. Вот такое дело. Ой, снова не хочу заблокировать, я, скорее всего, поставлю, я извиняюсь, конечно, за эти обороты, не могу удержаться, это злость берет, я не знаю. Как так можно? Вот, понимаешь, я бы зубами ребенком грыз за честь достоинства. Оказывается, просто можно было просто делать вид, прикидываться. И вот в этот, оказывается, слово это не имеет значения. Честь это не имеет, по-ингушски это не имеет значения. Достоинство это не имеет значения. Это только то, что вот какой-то наркоман придумает, вот это да. Вот это он там заявит, и это главное, подхалим. Вот никогда в наших обычаях, традициях не было подхалимства. Вот это подхалимство, вот этот осетинские эти ингуши, которые не чистокровные, полукровки, вот это смешанные браки-то. Это фамилия, вот страшная фамилия у вас, товарищ ингуши. Вы меня извините, такой я у меня руки, вот какие у вас страшные фамилии. Даже это, по-моему, даже осетинский. И вот это, вот они, им нужно утверждаться, а вы молча будете слушать их, а потом они удивляются, если наткнется вот на такой ролик, и вам будет сложно понять, почему этот чеченец так говорит о вас в таком негативном тоне. Я не говорю о вас негативном тоне. Если было бы что сказать позитивным, я бы сказал, знаете, смотрите, вот какие они молодцы. Вот они вот этом репортаже сказали, вот, я же почти забыл. Я вам говорил, как ингуши сняли репортаж про депортацию, они только упомянули только ингушей. И вот этот пропагандист, их старуха, вот грязным голосом, она Иси Кадзо, как она восхищает Исой Кадзоева, вот это непонятно. Восхищает Исой Кадзо. Да. И вот она вот это снимала этот, на ингушском телевидении, слово чеченец там не присутствовало, вот, вообще. А вот чеченская, вот это тоже самое, какая-то программа, чеченцы ингуши, обязательно. Вот про депортации программа, и вот они ингушей включили, про ингушей рассказали. Вот какая. А у них это с Ингушетии нас депортировали, да, с Ингушетии. Такое образование, 33, вам только 33, 33 года. Вот Республика Ингушетия только 33 года. Вот самый молодой регион, самая молодая республика. Вот это не я, это все русские блогеры. Вы же, когда они это говорят, они возмущаются. Ваша история 33 года. Вот у чеченца непрерывная история. Непрерывно. Шейх Мансур, вот непрерывно. Вот история чеченцев всегда было государственное образование, всегда оно шло, какие-то исторические моменты, оно меняло название, но всегда непрерывность. А у вас 33 года вам. Птенчики еще, молодые птенчики. Вам бы учиться, но вы, оказывается, вам это не надо. Вы правда не ищете. Вы ищете только вот легкой наживу. Это путь преступника, это путь вора, уголовника. Вот они ищут легкие пути. Им не надо, вот у них свои понятия. Вот точно так же вы. Какой-то преступности синдикат, это ваше имущество, не такое кажется. Понятно, эти сумасшедшие интернеты вещают, это понятно. Вот, а приличные люди есть у вас где-нибудь? Где-нибудь они, вот это есть они? Нет их.
смотреть, даже страшно смотреть на ваше ингушское телевидение. Представляете, ингуши, какая у вас грозик, это пропаганда телевидения. Они только Рамзан Кадиров, вот это, то, а у вас что? Хуже. Вот я смотрел постоянно грузинское телевидение, такого у нас, они творилось. Мы фейки, они делали. Фейковое телевидение, фейковая фейлд страна называется. Фейлд страна. Вот такой. Я надеюсь, это я могу ошибаться в своих рассуждениях. Время покажет. Время нам покажет, укажет, где правда, где ложь, где лицемерие, где обман. Мира всем добрым людям. Родилась счастье всем кавказским народам. Вот не нужно ржаться вот этим, какие болезни заразились эти ингуши. Национализм, это ничего страшного, национализма нет. Вот это ингушомания, вот это, я не знаю, вот как это казино. Вот бывает, человек зашел в казино, все, человек пропал. Для семьи, для страны. Вот он только вот это. Легкая нажива, он кнопкой там, пару кнопочек жмет, и все, деньги там сыплются, там, тысячами долларов. Вот точно так же эти ингуши. Ничего не делал, легкий путь. Вот у ингушей что-то, у осетин что-то украдем, у чеченцев, у этих, вот так и строят свою историю. Сидя в этих кабинетах азрановских, не доказательств, не фактами, а вот это по книжечкам. А сейчас очень же, знаешь, наш век современности, все, вот, либо даже искусственный интеллект, еще подождите, это еще ничего. Потом будет искусственный интеллект, им карты будут созданы, и вообще будет казаться, что вот главное своих, как это в 1933 году Гитлер их Германия оболванивала, вот то, что оболван главное своих, чтобы они, понятно, чеченцы это не поверят, осетины то же самое. Главное, чтобы ингуши поверили, потому что им же нужно готовить. Они хотят примерить вот этот Герезм Чингисхана, вот этот Тамерлана, хотят захватить войны, хотят всю Чечню захватить. Посмотрим. Запасаемся попкорном и ждем великих героев, их подвиг. Пока-пока, с вами был Димка Джесс.